Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем о смертельном наезде в Высокогорском районе республики. А она ни с того ни с сего, девушка еще и махала рукой: куда ж ты? Женщина погибла, перебегая трассу в неположенном месте. Использовал «Газель» как туалет, который после этого разбил. 11. Представление полуголого мужчины, снятое на мобильный телефон. И покажем, как житель Спасского района решил разобраться с родственником, бросив в него гранату. Это не только прямо сейчас. Смертельная авария произошла на 808-м километре трассы М7 в Высокогорском районе республики. По предварительной версии, грузовик сбил 77-летнюю женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Как отметил водитель многотонной машины, он предпринял экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось. С места событий репортаж Айрата Назипова. Бабушка побежала, и вот так и случилось. Появление пешехода на этом участке дороги водитель грузовика никак не ожидал. Говорит, когда увидел человека, избежать наезда было уже невозможно. Как рассказал мужчина, он успел сбавить скорость до 40 км в час. По предварительной версии, грузовик двигался со стороны поселка Щербакова в направлении Высокой горы. В какой-то момент перед многотонной фурой появилась женщина, она выбегала с этого перекрестка. Результат оказался фатальным. По рассказам водителя грузовика, женщина побежала за автобусом, который находился на противоположной стороне дороги. Он здесь изначально стоял, развернулся, и здесь ее ждал в неположенном месте. А она ни с того ни с сего, девушка еще и махала рукой: куда ж ты стоишь там на полосе? Она раз и побежала, и вот так и получилось. Момент аварии зафиксировали видеорегистраторы проезжающих мимо автомобилей. Возможно, именно с их помощью сотрудники ГИБДД установят полную картину произошедшего. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Сбили на ровном месте. Дорожное происшествие произошло сегодня в районе 11 утра на улице Бызова в Нижнекамске. «Лада Гранта» сбила мужчину, едущего на мотоцикле. По предварительной информации, женщина, что управляла отечественным автомобилем, выезжала с парковки и не заметила двигающегося по дороге байкера. Сразу после столкновения мужчина упал на асфальт. Он оделся ссадинами на подбородке и конечностях. В свою очередь, автоледи поранила голову. Не видела я его. Машину пропустила, а его за машиной не видела. Сами не сильно пострадали? Да нет, я бы сказала. Ударились листом, получается, или как? Не сказали. Сильно ранены? Нет, царапинами отделались. 34-летний мужчина, житель Альметьевска, погиб в аварии в Чистопольском районе. На трассе Чистополь-Альметьевск между селами Уракчи и Сарсазы столкнулись с Toyota Land Cruiser, по некоторым данным принадлежащий исполкому Пестричинского района, и Renault Duster. Последний после мощного удара загорелся. Его водитель погиб на месте, а еще один человек госпитализирован. Уплыли против своей воли. В Чистопольском районе спасли 3 подростков, которых унесло на оторвавшемся понтоне. Металлическую трубу диаметром 1 метр и длиной 4 метра унесло от берега в сторону Дубравы, в район мебельной фабрики. В результате чего пострадали. Подростки застряли в камышах. Сообщение о случившемся поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. На момент приезда спасателей молодые люди находились на расстоянии 70 метров от берега. Их вместе с понтоном отбуксировал на берег катер. Никто не пострадал. Разбудил ранним утром полдома, использовал «Газель» в качестве туалета и разбил 2 автомобиля. В Нижнекамске жители одного из домов сняли на мобильные телефоны то, что вытворял перед их окнами неадекватный полуголый молодой человек. Все увиденное вызвало у людей непонимание, негодование и смех одновременно. Динара Камалова посмотрела эти съемки. Сюда, все на постройку, 1, 2, 60, всего из них. В 4 часа утра он разбудил жителей 18-го дома по улице Вокзальной. Полуголый мужчина стоял на крыше «Газели» и использовал открытый люк транспортного средства в качестве унитаза. Все назвали? Ему полегчало, видимо, и физически, и морально. Эмоции стали выплескиваться через край. Сначала он с кем-то громко разговаривал, правда, непонятно с кем. Потом принялся крушить автомобиль, в который только что справил нужду. 10, 11, 12, 13, 14.
Оторвал одно зеркало, потом второе. Затем под горячие руки неадекватного мужчины попали стоящие рядом «Жигули». По словам местных жителей, хозяина этого автомобиля уже давно нет в живых, а вот владелец «Газели» живет в соседнем доме. Побоялся выйти или просто не видел надругательств над своим автомобилем, неизвестно. Впрочем, буйствовал мужчина недолго. Его наручники пристегнули, и он говорит: давайте, поднимайте меня. У меня же руки завязаны. И милиционер говорит: я сейчас тебя подниму. И все, потом его засунули и уехали. Причины такого поведения сейчас выясняют полицейские. Динара Камалова, Александр Комаров, Максим Липин, вызов 112. Изрубленное топором и обезглавленное тело женщины и тело ее супруга в петле обнаружили сегодня в Балтасинском районе Татарстана. По предварительной версии, муж расправился с женой. Все произошло сегодня во второй половине дня. Следствие отрабатывает все возможные версии. Как сообщили знакомые семьи, у них осталась дочь, в этом году закончившая с медалью школу. Завтра у нее должен был быть выпускной. Правоохранительные органы от комментариев пока воздерживаются. Хотел проучить зятя, но выбрал для этого незаконный и опасный для окружающих метод. Уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Спасского района Николая Федина направлено в суд. Напомним, его обвиняют в покушении на убийство супруга своей дочери. По версии правоохранительных органов, мужчина ворвался в дом к своим родственникам и бросил гранату в потерпевшего. В момент нападения в доме находились малолетние дети, внуки нападавшего. Подробности в репортаже Рамиля Шайдулина. 61-летнего Николая Федина задержали 16 апреля нынешнего года. В тот день, по версии следствия, в дом пожилого мужчины пришла его дочь. Поругавшись со своим супругом, женщина пожаловалась отцу на его поведение. Тогда Федин решил проучить зятя. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил разобраться с зятем и взял гранату, которая хранилась у него около 15 лет. Пришел к зятю, к мужу своей дочери, и, решив его напугать, выдернул чеку и бросил гранату в потерпевшего. Благодаря тому, что потерпевший выскочил из комнаты, а именно из котельной, он получил только травмы рук и ног. В момент нападения в соседней комнате находились 8-летний внук и 7-летняя внучка обвиняемого. Дети чудом не пострадали. В Нурлатском межрайонном следственном отделе завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105, а также 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это покушение на убийство, а также незаконное хранение боеприпасов. Свою вину обвиняемый полностью признал. Какое наказание понесет, решит уже Спасский районный суд. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Симуляция года, наказание самого себя и четырехлапый оператор. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Вместо балета пошел футбол. Сербский футболист во время матча показал настоящие уроки мастерства. Игрок так хотел заработать штрафной, что после стыка с соперником и последующего падения начал биться в конвульсиях, имитируя тяжелую травму. Шоу могло продолжаться и дальше, однако тренеру его команды это надоело, и он попросил своего подопечного успокоиться и прекратить ломать комедию. Бояться пчел могут не только люди, но и африканские слоны. Необычную сцену сняли туристы в одном из парков Кении. Стадо гигантских животных бросились в рассыпную после встречи с потревоженным роем. Как считают местные жители, эти пчелы довольно агрессивны и поэтому могут преследовать своего обидчика на протяжении целого километра. Сам себя наказал. Этому агрессивному пешеходу так не понравилось вождение автомобилиста, что он решил рассказать о его неправоте различными жестами. Однако так увлекся, что не заметил внезапное препятствие у себя на пути. Хотели снять велопарад с удачного ракурса, но кое-кто решил иначе. Бездомный пес стал главным героем марафона в Саратове. Собака схватила камеру, установленную на асфальте, и пробежала с ней около 1,5 километра, возглавив тем самым колонну велосипедистов. Сняв видео из своей пасти, четырехлапый оператор выронил устройство, после чего камеру смог забрать ее владелец. Лисан Сабирова, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.